Сардиния появилась из вод Средиземноморья 600 миллионов лет тому назад и сохранилась почти в первозданном виде. Миллионы лет волны и ветер трудились, создавая причудливые гранитные фигуры морских берегов и долин. Являясь частью Италии, остров Сардиния представляет собой отдельный мир с уникальной природой, историей и культурой. Сардиния во многом отличается от Италии, начиная с языка, лишь отдаленно напоминающего итальянский, и заканчивая особым укладом жизни. Жизнь на острове нетороплива и чуть старомодна. Здесь пастухи ходят со своими стадами по горам, а в каждой деревне можно увидеть национальные костюмы и прикоснуться к самобытным традициям. Сардиния – сказочно красивый остров. Свое имя Сардиния получила от греческого «сандалиотис», так называли этот остров древние греки. И действительно, форма его напоминает форму сандалии, а местные жители до сих пор уверены, что именно здесь ступил на землю в первозданный океан Господь. Согласно легенде, сардинцы произошли от Сарда, легендарного сына Геркулеса. На самом деле они могли приплыть на Сардинию из любого района Средиземноморья. Но доподлинно известно лишь одно – что местное население тут существовало задолго до прихода финикийцев и карфагенян в первом тысячелетии до нашей эры. Никто не знает, как попали на остров его первые обитатели, но одной из ошеломляющих загадок Сардинии является сама ее древнейшая история. В то время, когда жители Европы пребывали в первобытном состоянии, уже в 15 веке до нашей эры на острове существовала высокоразвитая цивилизация, владевшая секретами обработки металлов и строительством крепостей. Доказательством этому служат разбросанные по острову Сардиния древние постройки, загадочные нураги, сооруженные жителями племен, населявших Сардинию до нашей эры. Нураги – самый удивительный археологический памятник Сардинии. Их можно увидеть только здесь. Нураги – самый удивительный археологический памятник Сардинии. Их можно увидеть только здесь. Они представляют собой башни в форме усеченного конуса, сложенные из больших камней. Нураги – символ доисторической Сардинии, и они дали имя древней цивилизации – нурагийская. Слово «нураг» означает «сквозной холм». Массивная постройка, достигающая 20 метров в высоту, напоминает глубокий колодец, только устремлен он не в недра земли, а к солнцу. Башня сложена из массивных каменных глыб и имеет форму усеченной пирамиды. Внутри башня потрясает практически идеальной формой свода, а эти большие камни пригнаны друг к другу с точностью до миллиметра. Размер камней уменьшается по мере увеличения высоты постройки. Естественно, в те времена ни о клее, ни о цементе не могло быть и речи. Только вес и расположение камней не позволяет стенам рухнуть. Кроме того, чтобы достичь весового баланса, нурагийцы использовали разные породы камней – гранит, туф, известняк, базальт. Камни плотно прижаты один к другому. Для этого некоторые глыбы оставляли необработанными и грубыми. Другие, напротив, тщательно обрабатывали, подгоняя под очертания соседних камней. Чтобы выложить башню конической формы, древние строители использовали нехитрый метод. Фундамент башни выкладывали ровным кругом, а каждый последующий ряд немного сдвигался к центру, так что внутренняя сторона башен стен напоминает перевернутую винтовую лестницу. Если бы нураги не вызывали у местного населения какой-то священный трепет, унаследованный через много поколений, они бы в таком количестве не сохранились на острове. Чем служили башни своим создателям? Укрепленными жилищами, храмами,
или укрытиями в моменты внешней опасности. Ведь ни в Нурагах, ни поблизости от них никогда не было обнаружено ни единого письменного памятника местного происхождения. Древний народ был и остается одним из самых таинственных обитателей планеты Земля. И хотя нет единого мнения о назначении башен, никто не может отрицать, что это удивительные постройки. По сложности своей конструкции сардинские нураги едва ли уступают египетским пирамидам, а по времени создания они лишь ненамного моложе.